4 ноября 1612 года войска народного ополчения под командованием князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. В освобождении Москвы от польских интервентов участвовали башкирские отряды. Именно это событие ознаменовало собой конец смутного времени. Что было причиной первой русской смуты и как наши предки сумели преодолеть ее? Первая русская смута, начавшаяся в конце XVI века, была новым явлением русской жизни. Смуты бывали и ранее, но, кажется, впервые внутренние российские неурядицы проявили себя в феномене самозванства. Для Руси это было совершенно новое явление, говорившее, с одной стороны, о падении авторитета царской власти в верхах русского общества, коль кто-то осмелился принять на себя освященное веками имя венценосной фамилии Рюриковичей. С другой стороны, смута свидетельствовала о живучести традиционного монархизма российского общества, видевшего в царе единственно возможное выражение законной власти. Апостол Павел изрек: «Нет власти, аще не от Бога», и тем самым вверг христианство в мучительную дилемму соотношения власти Бога и власти кесаря. Вправе ли народ сопротивляться неправедному царю или обязан безропотно повиноваться ему, коль нет власти, как не от Бога? Для русского народа и в 17 и 18 веке, и в 19 веке монарх представлял собой, но не на словах, помазанника Божьего. Это была сакральная фигура, которая была фактически посредником между Богом и людьми, которой Богом верена обязанность защищать свой народ и заботиться о нем. И не случайно пресечение династии Рюриковичей вызвало смуту. В данном случае прервалась вот эта сакральная связь между Богом и русским народом. И те фигуры, которые на этот пост претендовали, они заявляли именно то, что они как раз могут восполнить, восстановить эту связь. В то самое время, когда во главе Московской Руси стоял царь Иван Грозный, правивший страной не только как самодержец, но и как тиран, в Англии и Голландии власть монарха была ограничена парламентом, и его персона для сограждан, особенно для знати, была отнюдь не священна. Сохранилась переписка между Иваном IV и английскими монархами, и в них прямо Иван IV высказывает некоторое пренебрежение тем, что у вас там все решают торговые мужики. Он имел в виду под ними английский парламент. Да? Монарх рассматривал себя как сакральная особа. Правление Ивана Грозного было ознаменовано такими грандиозными по своим последствиям предприятиями, как завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, а также установление протектората над Ногайской Ордой. В результате этого русское государство превратилось в евразийскую державу. Одним из успешных мероприятий Ивана Грозного, безапелляционно записанных большинством отечественных историков в категории благих для русской государственности дел, было уничтожение земельной аристократии. Царь принимает указ, уравнявший князей-вотчинников с поместным дворянством. Это решение способствовало еще большей централизации государства и еще большему укреплению царской власти. Что же в этом плохого? Дело в том, что во всех европейских странах формирование гражданских институтов проходило именно в соперничестве между королевской властью и земельной аристократией. Аналогичный пример в лице Литовского княжества, которое тоже самое пошло по пути, скажем, предоставления прав и привилегий земельной аристократии, магнатам. Что случилось потом с Литовским княжеством и вообще с Речью Посполитой? Альтернативные пути, они действительно могли бы поддерживаться земельной аристократией, да, вот теми, за кем стоял Андрей Курбский, но поддержки со стороны населения они, конечно, не имели. Если мы говорим о служилом классе, о мелком дворянстве, о служилых людях в целом, то они, естественно, стояли за усиление самодержавных начал. Так или иначе, во второй половине своего царствования Иван Грозный устанавливает в стране террористическую диктатуру под названием опричнина. Тяжелая Ливонская война и связанные с ней тяготы усугубили последствия массовых репрессий.
только выделять жестокости Ивана Грозного, наверное, нельзя. Надо помнить, что были и определенные конструктивные моменты. Он пытался реформировать систему госуправления. Создание опричнины – это не только террор. Это попытка выбрать оптимальную модель управления. То есть создать идеальный порядок на опричных землях, вот повышенная урожайность, продуктивность скота высокая. И потом под этим образцом вот опричные земли станут стимулом для всей остальной земли, земщины, чтобы крестьяне, дворяне все ударно трудились, каждый в своей сфере. То есть вот этот период тоже нельзя, наверное, абсолютизировать. В 1584 году умирает Иван Грозный. Новым царем становится его сын Федор, который по причине слабоумия не мог управлять страной. Регентом и главой правительства при нем назначается боярин Борис Годунов, брат жены царя Федора Ивановича Ирины. Борис Годунов, шурин царя Федора Ивановича, боярин. Род Годуновых происходит от ордынского князя Чета, выехавшего на Русь в XIV веке. Возвышение Бориса Годунова началось с его вступления в опричный корпус. Блестящее во многих отношениях регенство Бориса Годунова было омрачено событием, имевшим катастрофические последствия, а именно смертью царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного от Марии Нагой. С этого момента и началась первая русская смута, сначала в умах, затем в делах. После тяжелого наследия Ивана Грозного нужен был лишь повод, чтобы задавленное тиранией общество ударилось, как говорится, во все тяжкие. Так было и в нашей новейшей истории, когда 70-летнее правление диктатуры большевиков сменилось анархией 90-х. 7 января 1598 года умирает Федор Иванович. С его смертью пресекается правящая династия Рюриковичей. Новым царем Земский собор избирает Бориса Годунова. Это был всенародно избранный правитель. Почему бояре выдвинули в преемнике Грозного именно Годунова? Это была реакция на то необузданное самодержавное начало, которое воплотилось в правлении Ивана Грозного. При Борисе Годунове, конечно, засилие вот этой недобитой, Иваном Грозным земельной аристократии, оно проявляется с новой силой. Но в результате, в конечном счете, эта земельная аристократия повела себя антипатриотически, передав престол фактически польскому королю. Как пишет историк Ключевский, большие бояре, князья Рюриковичи, сродники прежних царей московских, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа. Натерпевшись при Иване Грозном, они теперь надеялись, что новый государь незнатного происхождения согласится на некоторые ограничения своего самодержавия и оградит их от произвола, не признающего ни великих, ни славных. На самом деле Годунов продолжал политику Ивана IV на централизацию и на подавление центростремительных тенденций. То есть, в отличие от Ивана Грозного, он, конечно, не делал это так харизматически и так кроваво, но политика, которая им проводилась, она шла в том же направлении. Однако Борис, выражаясь словами того же Ключевского, начал пародировать погибшую династию, чем и вызвал ненависть боярства. Шанс на мирный выход из кризиса в очередной раз для России был упущен. И тогда события стали развиваться по самому катастрофическому сценарию. Вместо того, чтобы пойти на установление гражданского консенсуса в обществе, Годунов, по примеру Грозного, запускает машину репрессий. С тех пор вопрос ограничения самодержавия, освобождения крестьянства от крепостной зависимости, а также выведения всего народа из положения холопов государевых, то есть из состояния государственных рабов, станет идеей фикс для русской интеллигенции от боярина Андрея Курбского до Софьи Перовской. И все будет повторяться в одной и той же последовательности. Тирания, смута, самозванец и снова тирания. Осенью 1604 года во главе небольшого войска, состоявшего из нескольких тысяч поляков, запорожских и донских казаков, границу Московского царства пересекло некое лицо, назвавшееся чудесно спасшимся сыном Ивана Грозного царевичем Дмитрием. Представляете себе, что значит стать самозванцем. Это одно из самых страшных преступлений перед Богом с точки зрения традиционного сознания. И человек, который заявлял так о себе, по мнению населения, имел на это право. Иначе трудно поверить, почему он до сих пор живой и не наказан Богом. Да?
То есть в этом отношении, я повторяю, если такой человек находился, то, как правило, он вызывал большой интерес. Историк Василий Ключевский писал, что Лжедмитрий, воссевший на трон Рюриковичей, был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Поэтому, когда в апреле 1605 года умирает царь Борис Годунов, московские войска и знать переходят на сторону нового претендента на русский престол. В июне того же 1605 года Москва торжественно встретила Лжедмитрия, который был венчан на царство под именем царя Дмитрия Ивановича. Я думаю, что проект Лжедмитрия, в общем-то, был интересен всем сословиям, начиная от холопов. Если вспомнить, смута начинается вообще-то выступлением самых обездоленных. По сути дела, перед нами именно феномен гражданской войны, когда ни одно из сословий не стояло за старый порядок. Все были сторонниками того, что надо что-то менять. Вскоре среди москвичей обнаружилось недовольство новым монархом и поляками из его окружения. Исаак Масса, посланник Голландской республики, пишет: «Дмитрий, хотя и был героем и воином, но также и распутником, ибо всякую ночь расслевал новую девицу, и он обрюхатил также многих молодых монахинь. Он также расслил одного благородного юношу из дома Хворостининых, которые принадлежат к знатному роду, и держал этого молокососа в большой чести, чем тот весьма величался и все себе дозволял». В мае 1606 года группа заговорщиков ворвалась в Кремль, и царь Дмитрий I был убит. В конечном итоге был избран Василий Шуйский, который был человеком, в общем-то, аристократического происхождения, но не мог управлять страной. Он был больше верующим царем, нежели царем настоящим, действующим. И вот в этой ситуации разброда и шатаний, когда половина земель поддержала Шуйского, вместе половина, значит, становилась на сторону Дмитрия II, Лжедмитрия, который пришел в Москву, но боялся заговора и жил в Тушине, был так называемый Тушинский вор. То есть сформировалось двоевластие. Едва Василий Шуйский в июне 1606 года был провозглашен царем, как на юге Руси вспыхнуло восстание Ивана Болотникова, называвшего себя воеводой царевича Дмитрия. Иван Исаевич Болотников, холоп из вооруженной охраны князя Телятевского, попал в плен к крымским татарам, затем был продан в рабство туркам. После освобождения проник в Польшу к воеводе Ежи Мнишек, отцу жены Лжедмитрия I Марины. Явившись в Россию, поднял восстание. Произошла даже консолидация не только различных категорий крестьян. Это крестьяне там черносошные, то есть государственные, крестьяне крепостные, дворцовые, но и консолидация с ними дворянства. Это был вообще беспрецедентный акт сопротивления политике феодального государства. И в итоге, казалось бы, у дворян, эксплуататоров по советской терминологии, и крестьян разные интересы, но фактически они боролись за одно и то же. Чтобы государство вмешивалось, чтобы государство было судьей в решении аграрного вопроса. Чтобы у крестьян были плодородные земли, а раз будут плодородные земли, у крестьян будет много урожая. А этот урожай же, он идет, часть его, естественно, дворянину. Дворянин обогащается. И вот ему стимул быть прилежным на государственной службе. Войско Болотникова захватило Тулу, Калугу и осадило Москву, но вскоре было разбито. В октябре 1607 года Болотников был взят в плен, сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. Едва это произошло, как появился более опасный враг – Лжедмитрий II. Это уже был сознательный и очевидный обманщик. Тем не менее, жена Лжедмитрия I, польская панна Марина Мнишек, сделала вид, что это и есть ее настоящий муж, чудесно спасшийся царь Дмитрий Иванович. Собрав большое войско, Лжедмитрий II разгромил Василия Шуйского, подступил к Москве и остановился лагерем в селе Тушино. Отсюда его прозвище – Тушинский вор. В этих условиях Василий Шуйский призывает на помощь войска, расквартированные в низовых городах, а также башкир. Объединенное войско, возглавляемое нижегородским воеводой Андреем Алябьевым, 2 декабря 1608 года двинулось к Балахне. Воеводы князь Александр Андреевич Репнин, Андрей Семенович Алябьев, дьяк Василий Семенов приговорили идти под Балахну. А с ними дворяны детей боярских, и татары башкирцев, и стрельцов, и казаков, и всяких ратных людей.
отряд Алябьева отбил у тушинцев Балахну, а затем нанес им серьезное поражение. Сражение в Нижегородчине известно сражение у села Ворсма. Отряды Алябьева подошли к селе Ворсме, где укрепились тушинцы, которые пытались продвигаться дальше к Нижнему Новгороду и поднять Поволжье против тех, кто стоял на стороне законного правительства. И вот в этих боях под Ворсмой башкиры атаковали противника, а затем, когда противник был разбит и отступал, они его преследовали несколько верст. Декабря в 10-й день воевода Андрей Семенович Алябьев, а с ним дворяне и дети боярские, и головы стрелецкие, и Литва, и немцы, и казаки, и башкирцы, и всякие ратные люди ходили на воров к селу Ворсме. И не доходя Ворсмы за 5 верст, воровских людей побили многих, а иных живых поймали и, побив, село Ворсму зажгли. Отряд Алябьева освободил от тушинцев Нижегородский край, а затем двинулся к Мурому и Владимиру. Не будучи в состоянии справиться с тушинским вором собственными силами, Шуйский призывает на помощь шведов, чем только усугубляет внутри и внешнеполитическое положение России. Шведы и русский воевода Скопин-Шуйский очищают от тушинцев север государства, однако это не остается без последствий. Поставив в вину Василию Шуйскому союз со Швецией, в пределы Московии вторгается польский король Сигизмунд III. Ну, у поляков это была государственная политика. Дело в том, что польский король претендовал на русский престол. Они хотели присоединить русские земли. Это раз. Но у поляков еще была религиозная политика, которая, в общем-то, диктовала проблему такую, что православие должно было быть сменено на католичество. Это еще идет глубокое средневековье. Во время монгольского нашествия католики, римский папа предлагал русским князьям Александру Невскому свою поддержку, предлагал организовать крестовый поход с тем условием, что вся Европа освободит Русь, но Русь должна принять католичество. 26 июня 1610 года польский гетман Жалкевский разбивает русско-шведские войска царя Василия Шуйского в битве при Клушине. В этой ситуации бояре свергают своего незадачливого царя и выдают полякам, которые доставляют бывшего царя в Варшаву. Его, как царька какого-нибудь варварского гальского племени, привезенного в Рим, демонстрируют королю Сигизмунду и сенату. Этот унизительный момент запечатлел польский художник Ян Матейко. Таким образом, выбирая из двух зол меньшее, то есть между Лжедмитрием и польским королем Сигизмундом III, москвичи согласились принять на царство королевича Владислава, впустили в Москву польский гарнизон во главе с воеводой Гонсевским и образовали правительство, получившее название Семибоярщина. Семибоярщина – принятое историками название переходного правительства из семи бояр в 1610-1613 годах. Однако Владислав не решался принять православие и тянул с приездом в Россию. Правление поляков и польских клевретов в Москве возбуждало все большее неудовольствие, но его терпели как меньшее зло, ибо присутствие польского гарнизона в столице делало ее недоступной для Лжедмитрия II. Но вот в декабре 1610 года случилось событие, изменившее ход смуты. Тушинский вор был убит в Калуге нагайским князем Ураком Арслановичем Урусовым. Урак Ян Арсланович Урусов, внук князя Большой Ногайской Орды Уруса, проводившего враждебную России политику. В детстве был взят заложником в Москву и крещен под именем Петра. После убийства Лжедмитрия II Урак Петр Урусов уехал в Крымское ханство, где стал советником хана по московским вопросам и организовал походы на русское государство. Убийство Лжедмитрия II князем Урусовым стало поворотным пунктом в истории смуты. Теперь у русских людей, в которых жило национальное самосознание, оставался один враг – поляки. Патриарх Гермоген призывает всех к борьбе против оккупантов. И вот в составе первого ополчения башкирские полки выступили к Москве, подошли к Москве, вели боевые действия. Известно по документам, что они вели боевые действия в районе Бронец, городка такого, участвовали в этих сражениях. Затем первое ополчение подошло к Москве, но боевые действия были неудачными, и руководитель
первое ополчение, Прокопий Липунов был убит, башкиры вернулись вновь назад. Формируется второе ополчение. Вновь Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский формируют это ополчение. И вот в составе уже второго ополчения, к которому тоже примкнули башкиры, они подошли к Москве и начали вести боевые действия. Руководители второго ополчения, Минин и Пожарский, создали параллельное семибоярщине правительство – Совет всея земли. Собрав около 10 тысяч ратников, они двинулись из Нижнего Новгорода к Москве. Итак, патриотические силы страны, видя продажность правительства, семибоярщины и отсутствие у правящего класса воли к восстановлению государственности и порядка, взяло на себя инициативу по изгнанию из страны интервентов и подавлению деструктивных сил внутри нее. Со всех сторон к Москве двигались отряды ополченцев, готовых вступить в бой с поляками. В августе 1612 года 10-тысячное войско Второго народного ополчения подошло к Москве. Одновременно подошло и войско гетмана Хаткевича. 24 августа в Замоскворечье состоялось решающее сражение, в котором 12-тысячное польское войско, состоявшее преимущественно из украинских казаков, потерпело поражение и было вынуждено отступить. Боевые действия ополчения были сложными. Дело в том, что у поляков была хорошая конница. В том времени это передовая конница, драгуны, которая очень хорошо воевала, а у русского ополчения конницы хорошей не было. Поместная конница была слабой. Поэтому вся надежда была на башкир, которые были конными, хорошо вооружены. Но вот известные контратаки, когда гетман Хаткевич своим корпусом пытался прийти на помощь Кремлю, отбили вот эту контратаку как раз башкиры и казаки, которых возглавлял Минин, Кузьма Минин. Он подошел и сказал, что давайте вместе будем атаковать. 4 ноября по новому стилю 1612 года войска ополчения Минина и князя Пожарского вступили в Китай-город. Этот день ныне празднуется как День народного единства. Однако в Кремле все еще оборонялись поляки, которыми руководил польский хорунжий, белорус по происхождению Юзеф Будила, который впоследствии оставил страшные своими подробностями записки о кремлевском сидении. Ни в каких летописях, ни в каких историях нет известий, чтобы кто-либо, сидящий в осаде, терпел такой голод. Пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. Пехотный поручик Трусковский съел 2 своих сыновей. Один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились как о наследстве и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому-нибудь другому. Но надо иметь в виду, что в Кремле находились, кстати, не только одни поляки. В большей степени там были литовцы. Поляков там было, кстати, очень мало. Там были литовцы и большое количество русских, дворян и служилых людей, которые перешли на сторону поляков и литовцев. И, кстати, судьба их была очень тяжелой. Те, которые сдавались казакам в плен, они были ими перебиты, как изменники. А те, которые сдавались в плен башкирам, они были пощажены, остались живых. Это тоже надо иметь в виду. Потому что башкиры пленных не убивали. Польский гарнизон Кремля во главе с хорунжем Будила, не выдержав страшного голода, сдался через 5 дней после занятия народным ополчением Китай-города. И вот 11 июня 1613 года в Кремле, где еще недавно люди пожирали людей, взошел на трон Михаил Романов. Смутное время кончилось. Вообще необходимо иметь в виду, что вот этот праздник, День народного единства, это праздник действительно народный, потому что во втором ополчении Минина и Пожарского были все народы Поволжья, но костяк от кавалерии составляли, конечно, башкиры. Народ все-таки смог объединиться в борьбе против внешнего вмешательства. Это очень важный итог. С одной стороны, казалось бы, это изгнали завоевателя, но тем не менее именно объединение разных людей во имя высокой цели, сохранение страны как единого целого и дальнейшего ее экономического развития как единого целого, то, что многие вот эти бывшие оппозиционеры даже вошли в состав первого ополчения, потом второго ополчения, это является действительно очень важным символом, символикой нашей государственности. Башкирские воины участвовали во всех народных ополчениях. Сначала под руководством князя Дмитрия Трубецкого, а затем князя Дмитрия Пожарского. Много лет спустя царь Алексей Михайлович писал уфимскому воеводе Федору Андреевичу Алябьеву, сыну героя войны с тушинцами Андрея Алябьева, следующее.
Башкиры при прежних государях и при отце нашем, блаженные памяти при великом государе, царе и великом князе Михаиле Федоровиче всея Руси, бились против поляков, а в московское разорение были под Москвою, и до московского разорения были в нашей службе под Новым городом на Бронницах с боярином князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким. А после того были они на нашей службе в полку у боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Первая русская смута закончилась, чтобы время от времени, как хроническая болезнь, проявлять себя рецидивами в виде пугачевщины, гражданской войны и лихих 90-х. 400 лет назад наши предки сумели ее преодолеть и объединить страну. За этим честь, хвала и вечная слава. Их объединяла идея, соединившая воедино, казалось бы, несоединимое. Крестьяне стояли в одном ряду с князьями, христиане с мусульманами, русские с инородцами. Это именно то, что сегодня нам так не хватает.